Дорогой подвига и славы, ежегодный, уже ставший традицией профсоюзный автопробег прошел в Наурском районе. Мероприятие было посвящено празднованию 76-й годовщины со Дня Победы. О заработной плате, охране труда и не только, говорили в Департаменте образования мэрии города Грозного. Профсоюз образования продолжает проведение семинаров-совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений республики. Чеченским профсоюзом образования проводятся плановые проверки деятельности первичных профсоюзных организаций. По итогам этих проверок организационный отдел проводит обучающие семинары. «Профответ» – это рубрика, которая вот уже несколько лет отвечает на самые злободневные вопросы членов профсоюза. Ведущий рубрики – главный правовой инспектор профсоюза образования Магомед Исраилов. Представители Сочинской городской организации профсоюза образования приняли участие в торжестве, посвященном 76-й годовщине со Дня Победы, проводимой профсоюзом образования нашей республики. Профсоюз образования накануне 76-й годовщины со Дня Победы пригласил участников Великой Отечественной войны и ветеранов тыла на торжественное собрание в Доме профсоюзов. В торжестве в числе почетных гостей приняли участие гости из Сочи, представители Сочинской городской организации профсоюза образования и науки во главе с председателем Марией Агеевой. Очень обидно и горько становится от того, что с каждым годом наших ветеранов остается все меньше и меньше. Люди, которые совершили этот подвиг во имя нас, их потомков, он бесценен. Здоровья вам на долгие годы. Спасибо огромное за тот бесценный подвиг, который вы совершили. И спасибо огромное вам за такой теплый, радушный прием. Совпало так, что приехали к нам гости сочинские из обкома профсоюза. Сегодня такое совместное провели мероприятие мы. И сегодня, посетили, мы осмотрели выставку нашу. Все копанные раритеты Великой Отечественной войны, все выкопаны у нас в Натеричном, Наурском районе. Конечно, нам дорога память наша, мы как потомки будем всем сердцем чтить это и торжественно все время, от души все время чествовать этот праздник ежегодно. На алтарь победы положена большая цена. Мы гордимся, что наши соотечественники с первых времен войны до конца показывают примеры мужества, героизма на полях Второй мировой войны. Началось мероприятие с приветствия ветеранов и гостей, а также открытия выставки военных экспонатов, найденных поисковиками на территории Чеченской Республики. Вы знаете, я бываю на многих выставках, открытиях, но такого вот более душевного, такого вот более теплого открытия не видел давно. То есть вот я вообще вот прям горжусь. Ветеранов и гостей с наступающей очередной годовщиной со Дня Победы поздравил Хизир Гирзелиев, почетный председатель Чеченской республиканской организации профсоюза образования. В своем обращении Хизир Магомедович пожелал участникам Великой Отечественной войны здоровья, долгих лет жизни и благополучия. Даже если, допустим, жизнь, мы ее остановить не можем, даже, скажем, следующее наше поколение, тогда, когда уже и нас, мы уже так непосредственно родившиеся в годы Великой Отечественной войны, люди уйдут из этой жизни, я думаю, те традиции, которые у нас были заложены, будут продолжаться. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить, потому что период, который пережил народ в годы Великой Отечественной войны, забыть никак нельзя. Забыть никак нельзя. Надо память это сохранить, надо держать, надо понимать, что сегодняшняя наша жизнь, мы обязаны тем, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. В ответном слове председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Эмиль Сулейманов поблагодарил организаторов за приглашение, почитание и теплый прием. Мы еще раз выражаем большую благодарность участникам сегодняшнего мероприятия, организаторам сегодняшнего мероприятия. Наилучшие пожелания, крепкого здоровья, благополучия, огромной жизненной энергии вам всем. Коллеги общались, узнавали друг у друга интересные подробности их работы, делились опытом и знаниями. Мы впервые с нашим профактивом приехали в Чеченскую Республику. Очень рады и очень благодарны тому, что это свершилось, что наша мечта осуществилась. Мы приехали большой нашей делегацией в составе 18 человек.
покорила абсолютно все. Абсолютно все. Начиная от момента заезда на территорию Чеченской Республики и вот до сегодняшнего такого трогательного мероприятия, на которое мы благодаря вам попали. Спасибо огромное вашему республиканскому комитету за организацию и проведение такого замечательного мероприятия. Вы молодцы, что вы вот такие мероприятия проводите. Я понимаю, что они у вас традиционные. И хочу сказать, что состав моей делегации просто, конечно, в шоке, шокированы вот и уровнем проведения, и вот участниками самого мероприятия. Гости были приятно удивлены увиденным. Работа в Чеченском профсоюзе образования налажена как нельзя лучше. Майские праздники уже прошли, но позволим себе вспомнить, как чествовали ветеранов Великой Отечественной войны еще раз. В профсоюзе к этому делу подошли основательно. Были проведены встречи, в холле выставили музейные экспонаты, состоялся автопробег «Дорогой подвига и славы» и другое. Ежегодно уже ставший традицией профсоюзный автопробег «Дорогой подвига и славы» прошел в начале мая в Наурском районе, где также активное участие приняли представители администрации района и партии «Единая Россия». Мероприятие было посвящено празднованию 76-й годовщины со Дня Победы. Мы собрались здесь, чтобы почтить память воинов Красной Армии, которые отдали свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками. Благодаря этим парням и девушкам, у могилы которых мы сегодня собрались, враг не смог добраться до Грозненской и Бакинской нефти. Вечная память, вечная слава советским воинам, вечная слава и память советским труженикам тыла, вечная слава и память всему многонациональному советскому народу, который нам принес эту великую на все времена победу. Маршрут автоколонны пролегал по территории Наурского района, по местам, где в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои с немецкими захватчиками. Более 30 автомашин начало движение с села Знаменское, где участниками были возложены цветы к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь же состоялся митинг. Далее колонна выдвинулась в станицу Николаевскую, где присоединились участники автопробега с других районов. Маршрут проходил по станице Наурская, Шорская и завершился в селе Рубежное. В местах стоянок у памятника воинской славы в населенных пунктах участников автопробега торжественно встречали учащиеся местных школ, после чего проходила церемония возложения венков и цветов, а также выступления организаторов автопробега. Из истории мы хорошо с вами знаем, что все боевые действия, которые проходили на территории Наурского района, были направлены на одно – не пропустить врага сегодня на противоположный берег Терека, потому что фашисты ставили перед собой главную задачу – перейти Терек и захватить старопромысловские нефтяные скважины и бакинскую нефть. Вся работа, которая проводится на территории Наурского района и школ образовательных учреждениях, направлена именно на то, чтобы подрастающее поколение знало и помнило великий подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. В церемонии увековечения памяти фронтовиков Великой Отечественной войны приняли участие председатель Республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Даутхан Герзелиев, заместитель главы Наурского района Умар Умалатов и историк-краевед Алексей Сайко, которые на митинге выступили с поздравительной речью. Чеченская республиканская организация ежегодно участвует в данной акции, ежегодно торжественно, совсем от души, от всего сердца участвует в этих мероприятиях, посещение мест боевой славы, возложение венков и цветов обелисками погибшим бойцам. Эти люди отдали свои жизни, стоя насмерть, не пропустив фашистских захватчиков промыслам Грозного и Баку. Никто не забыт и ничто не забыто. Вечная память погибшим бойцам и героям за правое дело. Баркан. Завершилось мероприятие стихами и песнями школьников на военно-патриотическую тематику. Чеченским профсоюзом образования проводятся плановые проверки деятельности первичных профсоюзных организаций. Надо подчеркнуть, что проводят их только для понимания состояния дел на местах, а не для того, чтобы кого-то наказать. Для профсоюза очень важно, чтобы каждый председатель первички понимал, для чего он руководит этим звеном, чем он может помочь своим подопечным, каковы цели и перспективы самого профсоюза.
По итогам этих проверок организационный отдел, которым руководит Усман Ильясов, решает, какие темы надо поднять заново на обучающих семинарах, о чем необходимо говорить с профактивистами, какие вопросы надо обсудить более подробно. Акцентируем внимание именно по номенклатуре дел, по автоматизированной единой системе базы АИС, ну и в целом отдела производства. В целом по Ахматовскому району мы не выявили, скажем так, упущений, недочетов. Район на достойном уровне проводит всю профсоюзную работу. Также эта площадка используется для обучения номенклатуре профактива. Программа 1С. Помимо этого, здесь затрагиваются многие другие актуальные вопросы. Ильясов Усман Ибрагимович очень подробно рассказывает нам о том, как мы должны вести дело производства. И этот семинар, конечно же, и нам, которые работают не один год председателем профсоюзной организации, и для тех, кто впервые избран председателем профсоюзной организации, имеет большое значение, потому что как бы давно ты ни работал в этой организации, в этой должности, все равно бывают такие моменты, которые не мешает еще раз послушать, обновить в памяти. Выборочно проверено уже более 60 первичных профсоюзных организаций в 6 районах. Также по итогам проведено 5 семинаров на местах. Уже проверили и подвели итоги в Ачхой-Мартановском, Серноводском, Грозненском, Урус-Мартановском, Ахматовском районах. По словам Усмана Ильясова, заведующего организационным отделом профсоюза образования Чеченской Республики, до конца 2021 года планируется проверить все остальные районы и провести обучающие семинары по оргоработе. Должно ли учитываться ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в размере 5000 рублей при расчете отпускных? Да, должно, потому что денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью заработной платы педагогического работника. Соответственно, эта доплата должна учитываться при определении среднего заработка при расчете отпускных, дополнительных отпусков, при начислении пособий больничных по временной нетрудоспособности. С этих 5000 удерживается 13% подоходного налога и профсоюзный взнос, если работник является членом профсоюза. Работодатель перечисляет с этих 5000 также взносы в пенсионный фонд и фонд социального страхования. В отношении меня вынесено несколько судебных приказов, на основании которых с моей заработной платой удерживаются суммы в общей сложности, превышающие половину моей заработной платы. Правомерно ли это? Нет, неправомерно. В соответствии со статьей 138 Трудового кодекса Российской Федерации общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 50% заработной платы, причитающейся работнику. При удержании заработной платы по нескольким исполнительным листам, как в вашем случае, за вами должно быть сохранено 50% заработной платы. Ограничения, установленные упомянутой статьей, не распространяются на удержание и заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещение вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца и возмещение ущерба, причиненного преступлением. Размер удержания из заработной платы в этих случаях не может превышать 70%. Правомерно ли заключать срочные трудовые договоры с учителями школы, бюджетного общеобразовательного учреждения на период с 1 сентября по 31 мая? Само по себе занятие должности учителя в общеобразовательной организации не может служить основанием для заключения срочного трудового договора. Заключение с учителями школы срочных трудовых договоров на срок с 1 сентября по 31 мая при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса, неправомерно. О заработной плате, охране труда и не только говорили сегодня в Департаменте образования мэрии города Грозного. Чеченская республиканская организация Общероссийского профсоюза образования продолжает проведение семинаров, совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений республики. Так, в столичном департаменте образования прошла очередная встреча специалистов Рейссовета с директорами школ. На повестку были вынесены и обсуждены вопросы по правозащитной работе, о заработной плате, по компенсационным доплатам работникам образовательных
образовательных учреждений о выполнении статей коллективного договора между работодателем и работниками. Взаимодействие с профсоюзом, в принципе, очень важно для нас всех, для наших структурных подразделений, для работников системы образования города Грозного. С профсоюзом мы тесно взаимодействуем. Какие мы выводы извлечем из сегодняшней встречи? В принципе, мы уже начали работу в этом направлении. Был большой мониторинг, профсоюз его совместно с Минобром, совместно с департаментом в том числе проводил. Есть определенные нарушения, и без этого будем работать в этом направлении, устранять, совершенствовать нашу работу. Главный экономист по заработной плате Каимов Абдурахман Аладиевич рассказал собравшимся о правильности начисления зарплаты, о прошедшей тематической проверке совместно с Министерством образования, о гарантиях и компенсациях. Было дано поручение всем бухгалтериям внедрить программу 1С. После внедрения этой программы практически проблем у нас в некоторые вопросы она отпадет. В частности, в вопросах выдачи расчетных листов каждому работнику. Это обязанность руководителя, которая закреплена в трудовом законодательстве. Для руководителей общеобразовательных организаций также были разъяснены требования по охране труда работников учреждений образования, о необходимости ведения соответствующей документации по охране труда и инструкций по технике безопасности на рабочем месте. Рустам Мусаев, главный технический инспектор по охране труда и здоровья, отметил важность проводимых проверок по охране труда профсоюзам, о формировании комиссии по этой работе на местах. Завершается цикл посещений специалистами Рессоветов, семинаров, совещаний руководителей образовательных учреждений. Мы побывали практически во всех районах нашей республики, и сегодня мы посетили совещание руководителей образовательных учреждений города Грозного, на котором мы подробно рассказали по действующим нормам охраны труда, по начислению, правильности начисления заработной платы, по правозащитной работе. Мы надеемся, что прошедший семинар для всех участников этого семинара будет полезным. Все те рекомендации, которые были даны нами, специалистами Рессовета. Исраилов Магомед, заведующий правозащитным отделом профсоюза образования, в своем выступлении подробно остановился на коллективных договорах, о важности социальном партнерстве между профсоюзным комитетом и местной администрацией, об аттестации работников образования и семинарах, которые часто проводятся со штатными сотрудниками профсоюза. Наша помощь выражается в проведении очных, во время пандемии это были заочные онлайн-семинары. Сейчас мы выезжаем в районы, где собираются потенциальные претенденты на прохождение аттестации, и проводим с ними семинар обучающий. В завершении всем участникам семинара в помощь были розданы трудовые кодексы Российской Федерации. Надо отметить, что подобные встречи с директорами школы и заведующими детских садов прошли почти во всех районах нашей республики. Профсоюз планирует и дальше работать в данном направлении.